Мы находимся на подстанции Сухум-2. Она обеспечивает электричеством всю западную часть Сухума. По словам электриков, нагрузки здесь катастрофические. Эта подстанция обеспечивает электричеством жителей нового района и старого поселка столицы – Гумисты, Ишеры, Ачадары и других близлежащих населенных пунктов. Из-за сильных перегрузов аварий здесь происходит по несколько раз в день. Всего на этой подстанции 2 трансформатора. И чтобы снизить нагрузки, в данный момент здесь устанавливают третий. Однако перегруз в сетях настолько большой, что, по словам энергетиков, неизвестно, поможет ли эта мера. Сейчас мы установили из-за неимоверных нагрузок, неимоверных, я по-другому не могу сказать. Поставили еще дополнительно старый трансформатор какой-то, имели как резервный, отремонтировали его, когда-то он вышел из строя, отремонтировали, поставили здесь 10 мегаватт. Ну вот с этой подстанции еще разгрузим вот эти 2 трансформатора, которые в общей сложности 50 мегаватт, 10 мегаватт снимем. Но будет ли это достаточно? Мы сейчас уверены, немножко улучшится точно положение, но будет ли вообще без ограничения, пройдем ли, я уверенно не могу сказать. Потому что мы делаем какие-то мероприятия, на второй день нагрузки еще больше растут. Делаем другие мероприятия, опять растут. Мы не можем столько отпустить электроэнергии населению. Работы когда завершатся? Ну, работы, я скажу вам, на 80%, а то и больше сделаны. Сегодня постараемся трансформаторы включить, но кроме всего прочего, там автоматику налаживать, ячейки дополнительные поставили. Вот со старых ячеек снимем здесь дополнительно, что поставить, все эти 4 кабеля, 4 ячейки перенести надо сюда. Это тоже время занимает. На это время тех, которые мы будем переключать, тоже без света будут. Несмотря на переток электроэнергии из России, график веерных отключений из-за перегруза в сетях все еще действует в некоторых районах столицы. Причина все та же – незаконные подключения к электросети. Все мы знаем майнинги. 40%, 30-40% нагрузки они берут. Энергетики не имеют права зайти в дом и что-то отобрать. Не имеют права. Это незаконно. Отключают, включают, рассыпались по 2, по 3, по 5. Практически невозможно уловить их. Сейчас не хочу на это акцентировать, но вот те, которые занимаются этим делом, пусть немножко подумают о своем народе. Согласно графику веерных отключений, свет в районах, который обеспечивает электричеством Сухум-2, выключают 4 раза в день. Помещение, в котором мы сейчас находимся, называется Крун. Именно здесь отключают и включают свет. Отключаю новый район. Время подошло. Да, можно выключить. Теперь включаю Сухумский район. Вот, себя вот, значит, пошел, включил. Свет есть у них. Дальше идем. Да, вот все основные нагрузки. Вот это, если выключается, он всю секцию выключает. Вот это вот. А где сейчас самая большая нагрузка? Сейчас покажу. Здесь они бывают на всякое, когда включаю. Вот сейчас я выключил самых больших, которые нагружают. Вот здесь у тебя глаза острые. Вот, посмотри, здесь сколько? 300. Это нормально. Самое вот это все. Вот где нагрузки большие. Сейчас он выключится. Вот, 700. Идет износ сердца. Ну, Он что, сейчас может отключиться сам, да? Да, он защита срабатывает. Да. А иначе не будет выключаться, все сгорит до него. И он сам должен будет сгореть. По словам электриков, и без того сложный график отключений из-за нагрузок очень тяжело контролировать. Веерному отключению 4 раза. Но тут получается коллапс. Когда мы включаем, вот они прошли, включаем, не выдерживает. Та секция, там 4 ввода, та секция, где включили, не выдерживает, выбивает. И люди, которые только что, их включили, через 5 минут или через минуту опять отключают. И безвыходное положение. Люди не понимают. Иногда работы на объектах ведутся по несколько дней и более. На этой подстанции они идут уже неделю. Энергетики работают в очень опасных условиях. Например, как нам объяснили, если этот кран коснется сетей, то произойдет короткое замыкание. И может случиться непоправимое. На включенной подстанции работать никто не разрешит. А мы вынуждены. Только за один день в столице в среднем происходит до 30-40 аварий на линиях. Диспетчеры в СОЭС даже не успевают отвечать на телефонные звонки.
Да, ваша линия повреждена на данный момент, и час-полтора надо ждать, пока устранят. Аварийное состояние сетей, резкое похолодание, незаконные подключения – все это ухудшило положение в энергосистеме страны. Очень много аварий. Вышли из строя кабели и 10 высокого напряжения 10 киловольт, и по 0,4 это провода, идущие в дом, так скажем. Вот. Ну, устраняют сейчас, бригады все работают по городу. До вечера, думаю, накопившиеся за ночь все проблемы мы постараемся устранить, аварийные ситуации. Вот. Но в то же время сегодняшняя ночь, что нам принесет, мы пока не знаем. По дороге мы увидели еще одну аварию в районе турбазы. И здесь работали энергетики. Этот провод постоянно горит, потому что перегружен, говорят специалисты. Уже расплавился, уже в негодность пришел этот провод, менять его надо, не выдерживает он те нагрузки. Мы меняем провод на более мощный. Тогда 50 квадратов было, сейчас 70. Материал, то, что нам дали, вывешиваем. А вообще с материалами у вас как? Материалами тоже не особо хорошо, но делаем то, что нам дают, то, что выделяют, что успеваем. Вы сами в день сколько раз выезжаете на такие аварийные ситуации? Ой, зимой это чуть ли не круглосуточно работаем, если честно. Энергетики пытаются избавиться от графика верных отключений, но пока тщетно. Переток электроэнергии продолжает поступать в Абхазию. Однако из-за сильных перегрузов его хватает не всем. Поэтому очень часто происходит вот так. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.